Вчера услышал в Ютубе фразу «Ордум бурят хвендеры оршулате». То есть песня на русском языке, переведенная на бурятский язык или переведена на бурятский язык. И вспомнил о том, что давно хотел сформулировать для себя разницу между конструкцией типа оршулате и причастием совершенного вида типа оршулган. То есть, если бы мы сказали «Ородум бурят хвендера оршулган», то это бы лучше было перевести песня на русском языке, которая не переведена, а была переведена на бурятский язык. То есть в данном случае был бы акцент именно на совершенном действии, которое, собственно, и призвано передавать причастие совершенного вида. А напомню, оршулате означает переведена. И почему я говорю, что оршулате это конструкция, а не слово? Потому что, несмотря на то, что в учебниках по бурятской грамматике говорится о том, что причастие бурятского языка склоняется по падежам, на мой взгляд, это всего лишь следствие того, что после причастия выпадает определяемое им существительное. В данном случае, на мой взгляд, выпало именно существительное ушур, то есть случай или факт. В одном из видео я уже рассказывал о том, как это существительное имеет свойство выпадать после причастия на примере причастия тургым, то есть тургым ушур тухой гршуга, свидетельство о произведенном факте рождения. Пишется тургым тухой гршуга, то есть существительное ушур полностью выпадает. В данном случае оршулгым ушур это факт произведенного перевода, а оршула ушур просто факт перевода. Соответственно, оршула ушурте с фактом перевода или с переводом. Соответственно, оршулате дум это переведенная песня. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете, осваивайте бурятский язык. Дахим лазатра барьте.